Семёныч, слушай сюда. Ты на днях откинешься, тебе и карты в руки. Короче так, помнишь наш недавний базар? Так вот, ювелирка Артура твоя будет. Да. Хороший бродяга был. Крепкий. Вдова его недавно померла. Синюшничала с горя. Пацаны остались двое. Ты их не бросай. Тебе шпана нужна будет. Пехота тоже. И еще кто у тебя есть на примете? Барон. Миша Барон. Барыга с Соконки. Ну, знай ее. Он, конечно, не из наших, но дело свое барыжье знает. Часть цацик переоформляй и на витрину. Остальное в корах на общак. Понял? Делиться будем по-честному. Я тут вот в одной газетенке прочел. Ну, короче так, ребята безбашенные. Старую буханку в ментовский цвет перекрасили. ОМОНовский прикид достали, маски там, одежонка. Короче, маски шоу. Волын у них не было, муляжи. А где-то с десяток бизнесменов грохнули. Сейчас? Фарт. Осенью откинуть скичи и там подкорректируем делягу. До осени далеко. А чё ждать? Вор ворует, мужик пашет. Сейчас. Что вам предложить? Кофе? Ордер? Ну, в чем дело? Я не знаю. Что-то с компьютерами. ФБРовцы хотят потолковать. Едем. ФБР? Да. Они. Эй, ты пытаешься сбежать? Шалом алейхем. Миша. Я вернулся. Простите, Что? Не узнаешь меня? Сёма, ты? Ну? А ты все пижонишь, фраерок? К золотишку примазался. Жить-то как-то надо. Концы с концами сводить. Концы с концами? Ну-ну.
Я чё пришел-то? Перстенечек мой не посмотришь? Ха-ха. Ну ладно, ладно. Нам теперь работать вместе. Не понял. Теперь тут, Миша, я директор. Ну веди, показывай. Рота, подъем! Ты что, дурак, что Ну ли? ты поспать. Храпел так, что рюмки в буфете звенели. Куда такую рань? Суббота же. Тебе же сегодня баранка крутить. Ну это мой красавчик. Эй, молодой! Ты куда столько лука-то нарвал? Ну, молодой, я же на нормальном месте работаю, а не на какой-то свиноферме. Что там еще твой прапор говорил? А это что ли? Ботинки надо чистить вечером, чтобы одевать на свежую голову. Веранду построим. Баньку. Все нафиг поменяем. Как на это смотришь, Булат? Положительно? Ладно, пошел я. Ладно, давай, счастливо. Сәміз. Сәмсіз. Билгеле әйбәт малай инде шул, Илдарны әйтәм. Алла яхшы тормыш бирсен инде үзенә. Привет. Привет, привет. За хлебом иду. Хороший малай дем, Илдарны әйтәм. Дай Бог ему здоровья и счастья дем. А то мында нагари хороших малайкалар не осталось. Это Ильдарка, что ли, был? Әйе. Карале, не узнала, какой жених вымахала. Ай Аллах. Әйе. Субханаллах, субханаллах. Субханаллах. Бигрәк әйбәт малай инде шул, Илдарны әйтәм. Субханаллах. Рамзия жалко. Не дождалась сына. Ай Аллах, как мужа убили, начала пить. Пьет и пьет, по-черному пьет. Я ей говорю, Рамзия жанам, не пей, не пей, остановись. А жених-то какой. Их с Клавкой познакомить надо. С чего? Клавка же она гулящая, туда гуляет, сюда Это я, гуляет. что ли, гулящая? Я тебе сейчас язык-то в бампер засуну. Эй, bu da жүргән була бит инде Худайның рәхмәте. Эй, Алла. В центр поедем? Куда мы не едем? Нет, мне в центр надо. Ты что, не понял, что? Ну что, жалко, что ли? Да ну, классно. Похоже, здесь. Ну да, судя по адресу, да. Ну и дыра. Как здесь люди живут? Что
делать? Есть кто живой? Ну и сыроюшка. Ты что ли, Закиров, Ильдар? Не, я Булат. А Ильдар сейчас только на работу ушел. Мы друзья твоего покойного отца. Вот подарок тебе привезли. Подходите, не стоит. Времени нет. Ильдару телефончик мой передай. Работу для него нашли в ювелирке среди девушек. И тебя пристроим. Че стоишь? Держи. Стрелялки будешь играть. Пойдем, дождь собирается. Спасибо! Лежите на ограбление! Вот дурак напугал. Что ж сразу лежать? Может, сначала в кафе пригласишь или в кино? Хорошо. Ты что, издеваешься? Ну, что есть. Что есть? Ну, ладно. Вчера было не что есть. Ну, не сердись, милая. Тысяч. Да, это дорого. Я ж художник. Есть во что-нибудь из дерева? Ильдар, мы пошли. Все, девчонки, пошли, что ли? Да, на путь не забудь поставить. Помнишь как? Я записал пароль, там, березка какая-то. Какая береза? Береза. А, точно. Ладно, пока. Может, останется, девчонки? Привет! Привет! Как дела? Как первый рабочий день? Охрана не дремлет. Садись давай. Тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу. Слушай, убери ты этот шансон, на нервы действуй. Оставь. Заведу голубей. Здрасте, уважаемые. Ну что, махнем? Махнем. Вот и принесите. Тем более повод есть. Сегодня у нашего парня первый рабочий день. Знакомься, это Михаил Абрамович, золотых дел мастер. В цеху сидит за нашей ювелиркой. Лапу-то дай. Лучше в лапу. В репу ему, в репу. Жизнь так фигурно устроена. Впрочем, лучшая фигура женская. Я сам. Значит, с ориентацией у наших мужиков все нормально. За это первый тост. Ну? За бабс, за родных.
Ильдар, а ты кого там больше охраняешь? Золото или девчонок? Вчера по новостям передавали. Ребятки в Москве банк взяли. 15 миллионов. 3 минуты, ты уже миллионер. Хотя вполне можно уложиться и за 2 при наличии мозгов. Так, где у меня часы? Ровно 2 минуты. Ильдар, ты сам откуда будешь? Я заметил. Мы с тобой соседи. Я сам в Суконке, напротив военкомата жил. Да, было время золотое. Теперь там, на месте моего дома, Туганам и Лым. Ну, барон, артист. За родину, ребятки. Доброе утро, товарищ Похваль на мир. 6:30, даже меня опередил. Прозаседались вчера? Даже Ильич. Решили с ребятами перед летними отпусками немного хвосты свои подрезать. Документы в порядок провести. У меня дедушка был, Мубарак. Так он обычно так говорил. У чертей хвосты сзади, а у мужиков спереди. Не перепутай. И мой тебе совет. Не сиди, как сыч на арене. Ходи, общайся, знакомься с девушками. Ты же молодой еще. Есть, товарищ генерал. Слушай, тут фильм про Казанское дно можно снимать. А вообще-то тут летом благодать. Хорошо, конечно. А пахнет как. Помидорной рассадой, молодой коноплей, огуречными цветами. Ах, красота! Барон, говори. Ребятки, не буду ходить вокруг да около, не такой я человек. Но мне хотелось бы, чтобы вы были с нами. Как говорится, в одной команде. А вся наша команда, вот она. Вот бабло, вы по-любому с нами. Ну что ж ты так? Давайте, ребятки, шевелите мозгами, время золота. Конечно, если вы хотите жить вот так, пожалуйста. Ильдар, посмотри вокруг. Каждый раз, когда твоя молодая жена будет выходить во двор, развешивать бельишко, у нее от этой живописной картинки будет портиться настроение. Пройдет месяц-другой, и ты ее не узнаешь. Поверь мне, старику. Ваш отец был мне близким. Держитесь меня по рукам. Сема, я тут одну девчонку приведу. Она программист, компьютер хорошо знает. Ну и чё, деньги считать, что ли? Я и сам отлично считаю. Сема, оглянись вокруг. В каком веке мы живем? Не выходя из дома, можно будет узнавать о движении товаров в ювелирках, о поступлении налички, о штате сотрудников. Не с бухты же барахты мы пойдем на дело. Сема, мы должны быть технически образованы. К тому же девчонка она спортивная. Если надо, с ребятами пойдет золотишко в сумке кидать. Чего молчишь? Ну давай, пристраивай свою пилотку. Давай, постой!
Пошел давай! Ворота! Пасуй! Ну! Мяч отдай! Отстань от меня, хороший! Так, ребята, ну-ка перестали, я сказал, что случилось? Да, он мне мяч не от. Я опаздываю на концерт, они мяч хотят отнять. Да Ну ты всё. все врешь! Правда. Дяденька, вместе работаете. Откуда? А я перехватывал. Да, ну молодец, давайте, все, потом. Амир. Че, пацаны, куда пойдем? Привет. Зуля, ты что ли? Да, это я. Не узнал? Постарела, да? Прекрасно выглядишь. Мен де сені телевизордан көрдім. Башкалар қоя. Башкалар юк. Классташлар белән очрашырга дип, эшеңә мин шалтыраттым. Ачуланасыңмы? Юк. Берәр проблема бармы әллә? Да, оригинально. Демәк, син мине свиданиегә чакырдың. Керек алайса. Әйдә. Былай безнекеләрне күргән бармысың? Мишка Сапрыгин үлгән икән. Соңгы елларда бик каты эчкән булган. Муртазин төрмәдә утыра. Фарид Гатауллин Израильдә теш врачы булып эшли. Кызлар барысы да кияүдә. Кыскасы тормыш гырли. Один Амир ушел, другой пришел. Жизнь продолжается. Нәрсә дисең? Юк, былай гына. Безнең класс. Хәтерлисеңме, син кем беләндер бәхәсләшеп? Менә моннан турба буенча менгән идең. Хәтерлим. Син акшарга тырышып инде. Бер көнне дачада иске китапларны актарып утырдым. Шунда сине миңа язган записка килеп чыкты. Амир, әйдә тарих дәресеннән качабыз. Хәтерлисеңме? Менә сиңа тарих. Без күрешмәгәнгә ничә ел үтте? 86 елда син армия узаттың да Һәм без синең белән 2008 елда гына күрештек. 86, 90. 20? 22 ел. 22 ел. Здравствуйте. А вы кому? Мы к Кларе Николаевне. Вы ее не видели? Она давно умерла. Извините, мы не знали. Долго не будьте. Беләсеңме? Нинди чәчәкләр миңа мәктәп елларын хәтерләтә. Сирень. Ә син нәрсә хәтерлисең, Әмир?
Да, Марсель, слушаю тебя. Все нормально у тебя? Как обстановка? Привет, мам. Привет, кызым. Бір нәрсені ұмыттың ба? У меня тренировка сегодня с утра. Где мое кимоно? Постирала? Міне бит. Спасибо. Да не волнуйся, ты, скоро буду, я сказал. Ты не одна. Все, Надоешь. Пока. Здрасте. Здрасте. Амир, Лейла. очень приятно. Взаимно. Ну, я одеваться пошел. Пока. Пока. Ну что ты, брат, артачишься, я не пойму. Ладно, вы последнего пенсионера отпирали. А тут буржуя обидеть не западло. Что за хрень, а? Отец на этом золоте погорел. И нас за собой тащит. Судьба, брат. Плавник шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. С возрастом начинаешь видеть людей насквозь. 500. Что дальше? Очко. Свара. Чё пришел? Короче так. Вот ваши деньги. Я с вами больше не работаю. Ко мне вопросы есть? Разберемся. Вот Сёма. Девочка наша целой разведроты стоит. О, какую информацию надыбала. Пакет документов ООО «Топаз». Вот план пожарной эвакуации, штатное расписание. По стрелке видно, где у них запасной выход, где и в каких помещениях сидят сотрудники. По штату их 7 человек, включая директора и уборщицу. Поставщик – московская фирма, золото – турецкое, ассортимент – ширпотреб, обручальные кольца, цепочки, серьги. Охрана? Фирма «Симси». В 90-е они процветали, набирали на конкурсной основе молодых ребят, отслуживших в армии. Неплохо платили. Но потом у них произошла смена руководства, и теперь у них в охране пенсионеры. Бабайки, что ли? С Эльдаром, что? За ним ведь и братишку идет. Вы у нас, Миша, интеллигент. У нас ведь не библиотека. Захотел – зашел, захотел – вышел. Ну что, парни, пришло время поговорить по-серьезному. Так сказать, прояснить ситуацию. К Булату у меня вопросов нет, а вот к тебе... Ну чё ты как маленький? Все ходишь, ноешь. Я тебе, пацан, так скажу. Из цепочки колечко просто так не выпадает. Все намертво спаяно. И не я тебя в эту цепочку определил. Батя твой. Все ясно? Или по-другому объяснить? Угрожаешь? Я тебе помочь хочу, сынок. Это твой шанс. Поверь, не хочется, чтобы ты ошибался. Ну все, в эту субботу работаем.
Біздің үшін. Көп ғұмыр өтті әйбет. Әй шу. Әмен сені бүтінлей білмеймін. Армиядан соң 15 жыл Украинада yaşadım. Үйленіп те қарадым, барып шықмады. Анар Қазан қайттым. Ішлейм, яшейм. Міне бітім биографиям шул. Сюрприз. Так. Ничек? Бовит мин? Сен шо? Әнә Нәфисә. Әнә нинди ябык иде ул Нәфисә. Розаны күрәсең? Роза. Точно, Розка. Эй, құшақлашалар, қарасы бұларына. А это что за спонсор такой? Ты посмотри на них, какие они, а? Так, прошу объяснений. Михаил Аврамович, ғайлия достыбыз, бик яхшы кеше. Қызым да аңа ияләште. Үз әтисенә кебек. Так. Юкка көләсең син. Авыр елларда ул безгә бик нык булышты. Ләйләне дә укырга кертте. Свет, я тебе перезвоню, ладно? Давай, пока. Бер мәртәбә вызовка чакырттылар. Сердечный приступ. Ир кеше, 50 яшьтә. Дежурный адресын әйтә. Һәм нигәдер барон ди. Нинди барон? Ул аның фамилиясе икән. Киләм аңа бик тә начар. Шуннан мин аңа әнигә дип алган 2 ампуланы кададым. Ул дарудан башка ул точно того. Беләсең бит инде ул вакытта даруларга ничек кытлык иде. Лейла шулкыда сиңа охшаган. Гаҗәп. Мәктәп формасы белән кызыл алъяпкыч кидерсәң, Син пионер галстугы белән бутыйсың. Әй шул. Алъяпкыч ак була. Эштән. Да? Да, Мансур Әзович. Яхшы. Хәзер килеп җитәм. Ну вот и все. Мин хәзер бер-ике вызовка барам да кайтам. Ә син китмә. Мин ишекне үзем бикләп, үзем ачып керермен. Пока.
На боковой поверхности лотка обнаружен фрагмент следа руки размером 2 на 3 сантиметра. Ну, расскажите, как они выглядели. На них были такие одинаковые куртки. Один подошел сюда, а другой в тот угол. А тот, что стоял рядом со мной, подтолкнул меня к ней, и мы встали рядом. Он снял с плеча сумку и стал опустошать лотки. Они угрожали вам? Нет. Нет, они не кричали, все делали молча. Женщина в шоке. Отлаженно работает, да? Да, красиво работает, ничего не скажешь. Тщательно готовится, видно. Помещение как своих 5 пальцев знает. А это может обозначать только одно. Что они не остановятся. Остановим нахрен. А вот про летние отпуска до зимы можно точно забыть, это я вам гарантирую. А сколько у нас ювелир в Казани? Более 100. А раньше на всю Казань один яхан был, да? Да, кино интересное, ничего не скажешь. Голливуд. Прям Голливуд. Амир! Да? С вами можно поговорить? Не узнаете? Лейла узнал, конечно. Все нормально? Я все понимаю, для вас это всего лишь развлечение. Но лучше не надо, понимаете? Подожди, а что случилось-то? Не приходите к нам больше, вас очень прошу. Не пудрите ей мозги. Да, ситуация. Лейла, я люблю твою маму, понимаешь? Не веришь? Я тебя очень прошу, подожди меня, пожалуйста, здесь. Я сейчас быстро схожу на работу. Я хочу поговорить с тобой. Пожалуйста. Договорились? Хорошо. Алло, привет. Халярничек. Слушай, давай сегодня вечером в кафе сходим. Опять дежурство? Да нет, не обижайся. Ну ладно, давай, созвонимся. Целую, пока. Лейла! She came to me one morning, one lonely Sunday morning, all long hair flowing in winter wind. I know now she found me. Ты знаешь, мое прошлое напоминает мне вот такой пречудесный день. Мы бродили с твоей мамой по городу, приходили на это место и долго-долго сидели. Вот смотрю на тебя и ловлю родные черты лица. Ты даже улыбаешься, как мама. Правда? Даже не замечала. Слушай, давай погуляем по городу, а? Тем самым маршрутом, по которому мы гуляли с мамой? Так точно. Пойдем? Ну, пойдем.
darkness I was walking, and destruction lay around me. From a fight I could not win. Когда я учился в школе, здесь был кинотеатр «Пионер». Мы здесь смотрели... Оставим. Мы здесь смотрели первый наш любимый фильм «Дорогой мальчик». Фильм заканчивался, а мы оставались за экраном и еще раз просматривали. Прекрасные времена. Вот на этом месте раньше было кафе «Ял», очень популярно среди молодежи. Подавали в алюминиевых стаканчиках мороженое, 3 штучки, обливали вареньем, сиропом, ну прекрасно, в общем, вкуснятина. Пойдем дальше. Кстати, вот на этом месте я каждый вечер с цветами ожидал твою маму, а потом мы спускались по баму, нагуляли и шли на свое родное место. Тебе звонят. Слышу. Тебя уж, наверное, потеряли на работе. А может, иногда и стоит потеряться. Дальше провожать не надо. Не хочу, чтобы мама нас видела вместе. Хорошо. Когда соскучишься по своей молодости, позвони. Спасибо. Счастливо. Как они выглядели? Шапчонки такие летние, какие бывают у туристов или рыбаков. По самые глаза такие. А, да, еще часы были какие-то странные, что-то вроде песочных. Костюмы спортивные у них одинаковые были у всех. И тот, что около меня стоял, он какой-то коренастый был такой. А тот, который там подальше у окна, он худой был. Вот. Амир Дамирович, прокомментируйте случившуюся ситуацию. Извините, мне пока вам нечего сказать. Скажите, пожалуйста, что здесь произошло? Привет. У вас паспорт с собой? Нет, все документы в магазине. Травма сильная? А чем вас ударили? Да черт, чем-то тяжелым. Самое главное, этот гад еще раз хотел шандарахнуть. Но второй парнишка удержал его. Ты что, взбесился, что ли? Ой. Да, кстати, у этого второго парнишки на кисти наколка была. Такие дембеля делают. Год службы, род войск. Какой год? 2004 точно. Узнать сможете? Да не знаю, наверное, смогу. На какой машине подъехали? На фургоне. А, нет, стоп. Автобус, точно, красный автобус. Ой. Все понятно, спасибо. Марсель, подайте, пожалуйста. Дай сигарету. Вы же не курите. Ой, давай, а.
Это уже 4-е ограбление в городе. Напомним телезрителям, первое из этой серии произошло в Казани в конце мая. Следственные органы до сих пор не могут выйти на след преступников. И, по всей видимости, херню, а? хозяевам ювелирных салонов придется самим позаботиться о собственной безопасности. Новости смотрели? Здравствуйте. Сидите. Телевизор иногда полезно смотреть. Звонили из Мариэл и Башкирии, предлагали помощь. Я сказал, что справимся. Может, поторопился? Шамиль Ясович, прорабатываем по всем направлениям. Преступная группа чувствуется мобильно. Проработанная экипировка. Каждому налетчику отведена своя роль. Кто-то довольно башковито стоит во главе. Марсель, доложи. По показаниям свидетелей, у одного из преступников на руке наколота аббревиатура ВДВ и код демобилизации 2004. По нашим предположениям, это бывший десантник. Вот списки демобилизовавшихся, которые прослужили лейтенанты в войсках. Этой весной в службе прибыло 330 человек. Из них 47 не прописаны и в городе не проживают. 12 поступило на работу в МВД, 3 ФСБ. Их мы тоже отрабатываем. Остальные 268 полностью перерабатываются нами, но из этого списка 2 нас заинтересовали. Это Закиров Ильдар, 84-го года рождения. Через месяц после службы в ВДВ устроился на работу охранником ювелирный салон «Клондайк». И Тимохин Андрей, 84-го года рождения. Его пробиваем. Что еще? Ребята, прошел уже месяц. Непосредственно налет совершали 4. Подъезжали на красном автобусе. Номера пробивались, оказались липовыми. Группа преступников опустошает ювелирные магазины в Казани с мая месяца. Сегодня уже 2 июля. Так, сколько всего произошло ограблений? 7. Так что ж получается? По одному ограблению в неделю? Так точно. Они же на ограбление как на работу ходят. Я так понимаю, они грабят по субботам? Суббота – их самое слабое место. Мы установили наблюдение за салонами. Есть уже кое-какие результаты. У салона, который находится на улице Гвардейской, появился разведчик. Это паренек лет 17-18. Кстати, он уже был замечен камерами видеонаблюдения у ранее ограбленных салонов. Паренек стоит, курит, разговаривает по телефону, изучает обстановку. Один раз зашел вовнутрь. Скорее всего, завтра преступная группа двинется именно в этот салон. Для встречи у нас все готово. Вот с этого и надо было начинать. Есть. Казань пока оставим, уйдем на время. В Вознакаево у меня один знакомый урка есть, Кислый зовут. Он общак в свое время держал. Знаешь его? Я с ним сидел. Надо бы его проведать. А он нам зачем? Ну, чтоб ситуацию прояснил, добро дал. Хозяйство-то все-таки его. Ау, есть кто дома? О, это я, Гена. О, братан, сколько лет, сколько зим. Какими судьбами? Разговор есть? Ты мне сначала налей, я немного протрезвею. Первый раз вижу.
Чтоб так трезвели. Ну все, я в порядке. У тебя есть минута, потом я опять пьяный. Короче, хотим с пацанами ювелирку взять. Знакаева. Как смотришь? Валяйте. Поделимся, брат. Давай махнем. Вот дело сделаем и махнем. Ладно, погнал я. Удачи. Опаньки. Лейла? Привет, извини, только что совещание. Да. Это тебе? Желтые тюльпаны. Кстати, мой любимый с детства. Отлично. Желтый цвет — цвет нежности, а не разлуки, как многие считают. Ну что, куда пойдем? Да просто так, туда и обратно. Потом сядем куда-нибудь. Договорились. Пойдем? Здесь одно кафе, оно мне очень нравится. Там посидим, хорошо? Ты не против? Казань, конечно, преобразилась. В лучшую сторону. Раньше на этом месте конечная остановка 8-6 троллейбуса была. Это очень родные места для меня. Я здесь жил неподалеку, на Суконке. Смотришь, иногда не узнаешь свой город. Извини. Слушаю. Опять? Вознакаева? Все понял. След прослеживается все тот же. Пленку из камер видеонаблюдения изъяли. Ждут нас. Я сказал, чтобы персонал не расходился. Да, паутина разрастается. На поверхности, средней тумбы, витрины обнаружены следы материала, следы овальной формы, размеры следов. Размер первого 15×20, размер второго 15×13. Сейчас подъедет начальник Разнакаевского ВД, я пока прошу продавщиц. Посмотри, Марсель, рассказывать? Все было так неожиданно, как в кино прям. У нас одна такая покупательница, даже не поняла, что происходит ограбление. Все стояла и выбирала. Угу. А здесь что было? Здесь у нас представлены эксклюзивные изделия итальянской фирмы Маринарелла. Данный предмет был обозначен в каталоге как змея, кусающаяся за хвост с бриллиантовыми глазами. Охранник выскочил наружу и запер дверь. Правда, в это время оставались продавщицы в салоне. Ну, Бабай ничего умнее не придумал. Побежал в милицию, это километр отсюда. Хотя в кармане у него был сотовый телефон. Говорит, не мог попасть пальцами в цифры, так разнервничался. Как ушли-то они? Через запасной выход. Понятно. Кстати, здесь живет один местный авторитет. Можно съездить к нему. Он, правда, не принимал участие в ограблении. Ну, он знает обстановку. Поехали. В принципе, здесь ничего.
Разговор есть. Слушаю вас. Казанские к тебе приезжали? Казанские? Да. Никто ко мне не приезжал. Один я помираю. В одиночестве. Сиди на месте. Марсель, это я. Проверь все телефоны, поступившие на этот мобильник за последние 2 недели. Давай. Слышь, кислый? Да, я слушаю. Хозяин той ювелирки, которую твои казанские приятели взяли, далеко не фрейрок. Когда узнает, кто дал наводку, смотри, рассердится. А пусть на свою жену сердится. А я ему не по зубам. Ну смотри. Ну как там, в норме? Ну вроде все нормально. На входе один пенсионер вооружен журналом. 2 девчонки-продавщицы. Товара полно, завались. Все турецкое барахло. Новый завоз был только вчера. Сзади удобный дворик. Ясно. Значит, с чертежами барона все сходится. Ну да. Все чисто? Да. А позвони завтра всем. Едут. А где мамзель? Тебе привет передала. Вот смотрите, здесь подъезд не очень удобный, а рядом хлебный. В любой момент может подъехать хлебовозка и перегородить нам дорогу. Поэтому машину ставим сюда вот, подарочку. Барон, покажи-ка там свою живопись. Чего она тебе там нарисовала? План салона выглядит вот так. Тут предбанник, где охранник разгадывает кроссворды. Он сидит вот в этом закутке, прямо у входа. Да. Далее подряд 3 окна, под ним витрины. Далее по коридору прямо подсобка и кабинет директора. Ну что, совпадает с твоей картинкой? Ну да. Барон, сидишь в машине вот здесь, за киоском. Сумки, прежде чем бросать в машину, застегиваем на молнию. Чтобы не получилось, как в прошлый раз, дурачье. Якша? Ну все, погнали тогда. засада, слева трясина, все чисто. Сзади погоня, голод осины, коли повяжут, крылья подрежут,
камни, а на душе камни. И вот уже Всем лежать ограбление! разбрасывать Открывай время, лапки! собирать камни. На душе камни. И вот уже время разбрасывать, время собирать. А на душе камни. И вот уже время разбрасывать, время собирать камни. На душе камни. И вот уже Время валим. разбрасывать, время собирать. Да вот, доковыряли на субботу. Ого, килограммов 7 будет. Хороший улов. Я еще с прошлой партией разобраться не успел. А что тянешь? Да, приболел тут. Жена брата приезжала. Хотел сегодня с утра пораньше начать, пока жарко не будет. Чего думаешь, у меня морда красная такая? Бухаю тут или загораю? Я золотом покрываться начал. Ну ладно, ладно. Вот, так вот. Говорят, что всякий раз, когда происходило извержение вулкана Везувий, не то, которое Помпеи завалило, а чуть раньше. Оно извергало из сопла раскаленное золото. Там, видимо, золотая жила пролегала. И, видимо, поэтому жители не торопились покидать город. Они же богатели там с каждым днем. Они стояли у кратера и поджидали, когда же гора плюнет в них золотом. А потом археологи находили десятки скелетов, замурованных в саркофаге из чистого золота. В этих счастливчиков даже в желудках было золото. Они же захлебывались им. Самсон, а? Хотел бы так же, а? Признайся, хотел бы. Хорошая смерть. Еще одну историю я хочу рассказать тебе, Самсон. Пойдем покурим. Был когда-то знаменитый пират Флинт. Ты его мог лучше, как Флинт. Так вот, грабил несчастных купцов. А когда помер, ничего у него не нашли. И вот только недавно, уже в наши дни, подняли со дна якорь его затонувшей каравеллы. И что ты думаешь, Самсон? Якорь оказался из чистого золота. Сечешь, к чему я тебе сказки рассказываю? А теперь представь, Самсон, как мы будем делить наше с тобой золото на коралловом острове посреди океана, а? Совсем из головы вылетел, Самсон. Как там моя палочка? Какая палочка? А-а-а. О, красотища какая! Я бы сам носил, если бы был хромой. Да, а ведь совсем недавно этот орел был безобидной уточкой. Сколько сюда ушло? Грамм 200. Стакан, короче. Нас засекли. Меняем походку. Я слушаю. Пропустите.
Здрасте. Привет, заходи. Кино смотрим. Кино и немцы. То раз уже туда-сюда, туда-сюда. Вот так надоело. Это что, ограбление? Да. Как интересно. А где это, в сувенирном? Нет ювелирки. Хорошо, что зашла. Тоску развеешь. Да я так на минуточку тебя повидать. А что завтра делаешь? Мама на дежурстве будет. Лейла, нехорошо все это как-то. Так значит, завтра? Завтра никак. Банду будем брать. Возьми меня с собой. Я буду тебе помогать. Да перестань. Ну, правда. Перестань. Ну, в общем так. До обеда я на Вишневского, а потом увидимся. Хорошо. Как у вас красиво тут? Да, хорошее место. Внимание всем, готовность номер 1. Захват. Милиция! Стоп, отбой. Скажите, что здесь произошло? Без комментариев. Все, снимаемся. Сказать следователям действительно нечего. У них нет ни примет преступников, ни отпечатков пальцев, ни каких-то версий. Чувствуется, что они пребывают в полной растерянности. А между тем, налеты продолжаются. Пока, к счастью, удалось избежать человеческих жертв. Меткие на язык журналисты уже успели окрестить это дело «золотой субботой», так как все преступления совершаются именно по субботам. С вами была Мария Полякова, программа «Столица». Ол сенің яныңа келген еді ме? Подъезддан шыққанын көрдім. А ты дура, что ли? Қызым. Мам, не мучь меня, пожалуйста, а? Мен аңламайм. Нешік сен? Ол бет мужик, аңа нәрсе? Мама! Мен өзім ғайыплы. Мен саған мұны көптен айтырға тиіш едім. Что ты заводишься? Что ты хочешь от меня, мам? Ол бет. Завтра суббота. Грех, конечно, работать по субботам, но за нас.
Визу открыли. Папа с дочкой едут отдыхать. Это хорошо. Самсон тоже в курсе. 2 золотых якоря отлил. Как я поеду, ты что? Маму оставить одну? Но зачем? Ты так много мне рассказывал о нем. Это мой подарок тебе на день рождения. Уроборос. Ты мне так и не объяснил, почему он все-таки кусает свой хвост. С одной стороны, все просто. И все очень сложно. Когда младенец делает свой первый шаг, он уже идет к смерти. Рождение с смерть встречается, круг замкнулся. Это кульминация. Как мужик я тебя понимаю. Очень хорошо понимаю. Подумай сам, как я могу тебя отстранить от ведения дела в такое время? Но ты сам-то уверен, что налетчица и это твоя, как ее, Лейла, один и тот же человек? Так точно. Как-то в уме все это не укладывается. Я же видел ее. Она сюда ходила, к тебе. Возьми себя в руки, Амир. Думаю, вот что надо сделать. Надо подбросить ей Дезу. Заодно и удостоверишься. Ведь может статься так, что ты ошибаешься. Почему нет? Но если только она заметит в тебе перемену, то сразу же... Этого ни в коем случае нельзя допустить, Амир. Ты слышишь меня? Это она. Возьми, сынок, возьми. Я слушаю. Сердцем чувствую, кончать надо с этой гнидой. Кто гнида? Барон. Сумка-то с ружьем к нему в машину летела. Навскидку четвертинку он себе и примариновывал. Что-то, видно, под тахтой хранит крыса. Что-то у одного лоха в дербышках. Самсон зовут. И адресочек даже есть. Потрясем делов-то. Послезавтра суббота. Яхан берем. Яхан-то? В Яхот нам сейчас нельзя. Ждут там нас. Лейла сказала. Вот именно Лейла. Лейла давно со своим ментёшкой уже снюхалась. И ее кончать надо. Баб в команду. Брать последнее дело. Так, давай, ребята, подытожим, что мы имеем на сегодняшний день. По вашему поручению пробился входящий звонки Рустему Камаеву, он же Кислый. Звонил некий Геннадий Павлов, 55-го года рождения, ранее неоднократно судимый. Дальнейшая разработка позволила определить всех участников банды. Кстати, среди них есть даже барон. Это что? Царство какое-то. А также место встречи в верхушке – это кафе «Приличное заведение». А, это около Московского рынка, по-моему? Да. Так, барон. У нас есть что-нибудь о него? Так, Михаил Абрамович Барон. Барон – это не кличка, а фамилия. Я понял. Он известный в городе среди коллекционеров, антиквар, ранее не судим, до сносу дома проживал на Суконной Слободе. Похоже, это мозг банды налетчиков. Он работал в ювелирном цеху магазина «Клондайк». Есть предположение, что основная часть похищенных изделий ювелирных реализовывалась именно через «Клондайк». Понятно. Руслан? Ну, остается пехота. Это 2 брата, Ильдар и Булат. Старший Ильдар, ВДВшник, непосредственно участвовал во всех налетах. Вот, младший ходил разведчиком. Вот, подъезжали на красном автобусе, а в банде еще девушка была.
разговор есть. Тут какой-то Самсон нарисовался. Кто это, Миша? Ну, я ему набалдашник для своей трошечки заказал. Хочешь, он тебе что-нибудь отольет? Ты чё меня лечишь, сука? Ты чё во мне лоха увидел, что ли? Кинуть решил? Тебе что, мало перепадает? Добавить? Или твой пахан не наелся? Ему еще наложить? Ты чё гонишь, барыга? Я тебе ща глаз высосу. Уймись, Сева, уймись. А не то я тебе быстро замену найду. Закрой хлеборезку. Ты никто и звать тебя никак. Я тебя сейчас порву, как грилку. О, Ильдарка. Привет. Привет. Какой хорошенький. Айда ко мне. Рюмку чая выпьем. Столько соблазнов. Открывай дверь, коль не шутишь. Айда. Где ты пропадал столько лет? Сосед называется. Хоть бы заглянул к старой подружке. Ну, не к старой, конечно, я еще молода, я еще ничего. Салага ты еще кадрия. Наливай давай. Есть, мой старший лейтенант. Я сержант российской армии и горжусь этим. С бандитами у меня ничего общего. Ильдарка, привет. Привет, Василий. Да, это я, Ильдарка, сосед ваш. Вижу. А я спрашиваю, почему у нас такие пессимистические настроения? Да, это так. Уезжаю я скоро. О, как. И куда намылился? По контракту, где горячо. Тут там делать нечего. Ильдарка. Ты же у меня на глазах рос. Я даже тот зимний день помню, когда тебя из роддома привезли. Здесь вас, пацанов, было не меньше сотни, как саранча. И куда все подевались? И куда же вы все от жизни бежите? Кто-то спился, кто-то на иглу сел, кто-то за решеткой срок мотает. Вот такая пошла хрень. Мамочка. Как ты могла так обо мне подумать? Ты же сама так много раз мне показывала ваш школьный альбом. А там снимки. Снимки. С ним.
рассказывала о нем и плакала. Я не знаю, что со мной. Но мне так хочется назвать его папа. Да. Лейла, девочка моя, мне плохо без тебя. Приезжай, нам надо поговорить. Лейла, слышишь меня? Почему ты молчишь? Лейла, мне плохо, мне очень плохо. Лейла, от сердца что-нибудь привези. Ты пьян. Нет. Но если не приедешь, напьюсь. И даже твоя мама не сможет меня откачать. Возьми такси и будь осторожна. Я все-таки сбегаю в аптеку. Ключ у тебя есть? Ты что-то чувствуешь? Да. В опасности свой запашок. А чем, скажи, пахнет золото? Золото пахнет морем и деревом, которым обшита каюта. А еще, конечно, тобой. Ты поэт. Тебе многое прощается. Я скоро буду. Заходит в подъезд. Ну что ж ты, дурочка, так переполошилась? Бедный мой зайчик. Неужели ты думаешь, что дядя Миша полный дурак? Я же все продумал, все рассчитал. Мы этих лохов вокруг пальца 2 счета обведем. Ну, немного покрутишься с ними, пару раз сходишь на дельца, а потом мы с тобой тю-тю. Я весь мир к твоим ногам, как шубу из шиншиллы брошу. Где? Кто это? Не надо! На, жри, падла! Там золото, там! В бочке за домом! Иди проверь! Нашел! Где слитки? Барон золото забрал! Сложил в мешок и забрал! Мамой клянусь!
чей колбы? Какой чай? Поехали. Куда едем? На кордон, пацаны. Ну что, Геныч, выбирай маршрут. Хочешь на Колыму, хочешь в Рио-де-Жанейро. Сначала на кордон. Там пахан ждет. Забухаем, Геныч! Да, это они. Я 910. На приеме 940. Осторожно! Внимание, внимание, милиция, действие, выключи двигатели. Выключи, применяем оружие. Вот и все. Злата полна палата, не видать ни жены, ни брата. Главное, что-то утрачено, за гроб, за сало заплачено. Вместо креста лопата, пятаки на глазах закрыта. За корысть получай одиночество, за рождение, имя и отчество. Имя мое, ё-моё, этой ночью. Имя мое, ё-моё, это ты. Имя мое, ё-моё, этой ночью. Имя мое, ё-моё, это ты. Погоны, патроны, звание, преступление, наказание. Видно, все засекречено, слезами везде залечено. Наступление, нападение, истинно накопление. За войну получай одиночество, за рождение, имя и отчество. Имя мое, ё-моё, этой ночью. Имя мое, ё-моё, это ты. Имя мое, ё-моё, этой ночью. Имя мое, ё-моё, это ты. Имя мое, ё-моё, этой
этой ночью имя мое, ю-мою, это ты. Имя мое, ю-мою, этой ночью имя мое, ю-мою, это ты.